Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что застанет вас врасплох? Чего вы совсем не ждете, но что точно с вами случится? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим. Чего совсем не ждете, но что с вами точно случится? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, смотрите, какой аист вам тут прилетел. Не ждете вы счастья, не ждете радости, не ждете вы счастливых событий. Аист, он ведь не только про беременность, он ведь и про личное счастье, да? Может быть, тот, кто вам нравится, либо тот, кто далеко от вас, да? Человек вот как появится перед вами, приедет, даст весточку. Но у кого-то отыграется, что действительно в прямом смысле слова обнаружится, что вы беременны. Либо кто-то из ваших самых дорогих и близких окажется беременной. В общем, радость, это счастье, и аист настолько большой, прям в долгую, да, долго будете радоваться, долго будете ходить в этих счастливых впечатлениях. Аист правой стороны. Так, и еще какая-то проблема решится, но она не ваша. Вот мне идет, что за какого-то человека очень сильно переживаете, прям места себе не находите. Человек прям погряз в проблемах, либо какая-то одна очень серьезная проблема сковала этого человека по рукам и по ногам. Вы очень хотите помочь, но не можете, да, либо это не в вашей власти освободить этого человека от проблем. Тут сердце у вас за этого человека болит. Ну, кто-то близкий, родной, да, не чужой человек. Смотрите, путы-то рвутся, проблема-то отстает, как в землю уходит. Да? Что-то начнет меняться, что-то начнет происходить. Человек справится, человек выпутается, освободится от этих проблем, ну, либо от этой конкретной проблемы. Смотрите, сразу к вам прибежит этот человек и поделится с вами своими хорошими новостями. Вы тут то ли праздник маленький устроите, то ли вот прям обниметесь крепко-крепко, друг другу порадуетесь, да, чтобы эта проблема отстала, как улучшения какие-то в жизни. Но тут за близкого будете радоваться. Так, кошелек. Это ваш кошелек, я так понимаю. В нем деньги звенят, в этом кошельке. Может быть, сейчас у вас пусто в кошельке, либо живете вы от зарплаты до зарплаты, либо вынуждены так прям туго-туго затянуть свой пояс, да, вот какой-то режим экономии включить. Но деньги зазвенят в вашем кошельке, и вам будет приятно. Это как деньги, которых вы, возможно, не ждете. Может быть, такой случай, да, удастся заработать. Либо кто-то денежку подкинет, вот как помощь получите. Деньги звенят. Это добрый знак. Так, телефонный разговор. Какой-то звонок вам идет по телефону. Это именно вам. Не вы кому-то будете дозваниваться, а кто-то вам дозвонится. И знаете, там какие-то слова будут сказаны. Слова, от которых у вас прям ножки ватные станут. Ну, в хорошем смысле слова, да. Вот кто-то ахнет, кто-то охнет, кто-то вот прям плюхнется, может быть, на табурет. А у вас прям вы ощущаете, что ноги ватные становятся. Прям какая-то легкость придет. Что-то вам в таком роде будут сообщать. Так, а вот здесь нам показывают человека. Человек очень такой неприятный, страшный вообще. Мне идет, что это человек страшный. Этого человека кто-то забирает, вот как будто бы под руки вот выводят, как двое выводят под руки. Может быть, это полицейские заберут этого буйного человека страшного, кто там угрожает, ведет себя как-то неправильно. Ну,
может быть кто-то другой. Вот как выводят этого человека, отводят, куда подальше отводят. Да, вот с кем-то не хочется встречаться, либо кто-то ведет себя отвратительным образом, вот как опасный человек, вот под руки выведут этого человека, может, из жизни выведут, может быть, куда-то далеко заведут, да, может, под арест возьмут. Но вижу, что вот как угроза в лице этого человека перестанет существовать, и страх уйдет по поводу этого человека. Ну, кто-то неприятный. Так, вот здесь у меня женщина с детьми, либо с ребенком. Да, может быть, у вас один ребенок, может быть, у вас несколько детей. Вы вот как одна некому голову преклонить. Да, вот как все трудности, они на вас упали. Ну, никого нету. Либо в такой вы ситуации оказались, что вот и близкие от вас далеко. Мне идет так, что женщина, у нее есть ее ребенок, либо дети, а у детей есть только мама. Да? Вот никого больше рядышком нету. Ужасное положение, ужасная ситуация, но здесь какие-то добрые люди к вам навстречу идут. Может быть, это какая-то организация, учреждение. Возможно, вы узнаете, что есть специально обученные люди, да, либо специально взявшие на себя обязательства люди, которые помогают именно таким, как вы, девушкам в сложном положении, да, либо девушкам, которые вот оказались одни, предоставлены сами себе, да, еще и с маленькими детьми. Прям, смотрите, будут вас обнимать, согревать, вы от них будете получать, может быть, какую-то помощь, там, одежду, провиант, да, может быть, даже если вам негде жить, вас куда-то могут определить. Встреча с этими людьми, либо ваше попадание в эту организацию кардинальным образом влияет и меняет вашу жизнь. Девушки, женщины, если у вас патовая ситуация в жизни, вы одна с детьми, пожалуйста, не сидите сложа руки, звоните во все колокола, ищите помощи. Помощь точно к вам придет. Вот обязательно. Вот здесь так и показано, что люди идут навстречу вам. То есть они о вас узнают. Может быть, вы через интернет к ним обратитесь, либо благодаря там телефонной связи. И они как сами к вам придут для того, чтобы вам помогать. Дальше, мои хорошие, здесь как люди сойдутся. Смотрите, два разных человека, у них два разных пути, но эти пути сходятся в одной точке. Точка соприкосновения. Здесь вы точно сойдетесь. Кто-то сойдется по интересам, а кто-то сойдется в чувствах. Да? Ну, допустим, вспыхнут чувства сразу у двоих, единовременно. Да? И люди прям друг к другу очень сильно потянутся. Возможно, с человеком вы уже знакомы, но как бы об этом не думали, либо никаких ощущений не испытывали. Ну и также интересы могут у двух разных людей сойтись, и вы друг другу здорово поможете. Вдвоем вы сможете добиться всего того, что каждый по отдельности никогда не добьется. Тут как дороги сходятся. Еще раз, да, у одних взаимопомощь, взаимовыручка, дружба, а у других вы сойдетесь с тем человеком, с кем вместе будете идти дорогой жизни. Вот именно как пара мне идет. Так, здесь дерево. Мужчина что-то с деревом делает, как перевязывает, подвязывает. Что-то он делает с деревом, как посадить его заново хочет, либо укрепить. Может быть, дерево сломалось, и мужчина вот прям перевязывает эти веточки, да, чтобы они не отпадали. Мужчина, дерево, семья. Скорее всего, либо это бывший мужчина, либо это мужчина, с кем не получилось. Да? Бывает такое, люди там то сошлись, то разошлись. Да, кто-то был не готов, кто-то не так воспринимал отношения. Но здесь именно мужчина будет стараться воссоединиться в семье, либо создать семью с вами. Прям какие-то действия кропотливого характера, и он такой, знаете, вот не сдается. Он понимает, что дерево сломано, и он такой, нет, я спасу это дерево, я вылечу это дерево, дерево будет расти. Прям и удивит, и порадует. И даже если вы на него обижены, если вы даже не видите с ним своего будущего, вы отдадите дань тому, что он будет очень сильно стараться для того, чтобы вас вернуть, для того, чтобы вы были единой семьей, либо согласились стать его семьей. Прям очень будет стараться. И эти старания не одного дня, поверьте. Он будет стараться, я так понимаю, пока вы не ответите согласием, пока вы скажете, да ладно, будь что будет, давай еще раз попробуем. Да, вот как-то так мне идет. Так, а вот здесь обратная ситуация. Здесь мужчина с вещами у вас на пороге.
а вы уже и не ждали, может быть, и не верили. В принципе, как-то это все спонтанно может произойти. Мужчина с вещами у вас на пороге. Из вещей, конечно, у него тут какой-то маленький то ли чемоданчик, то ли что это, может, пакет какой-то, да, в кулечке трусики принесет. Но, в общем, он у вас на пороге с доброй улыбкой. Мужчина. Может быть, он ушел от другой женщины, пришел к вам. Может быть, он откуда-то сбежал, да, и прибежал к вам. Ну, вот как-то вещи, но их мало. Но, с другой стороны, вы не ждали, вы не готовились. Да, для вас это будет большой неожиданностью. Мужчина вам улыбается, и эта улыбка согревает вам сердце. В доме у кого-то какие-то работы будут проводиться, что-то будут менять, заменять, улучшать. Это может быть как конкретно в вашей квартире, в вашем собственном доме, так и, например, если вы живете в многоквартирном доме, да, то это вот на этажах может происходить, да, в подъезде. Если в собственном доме, то, возможно, около дома, да, вот будут там дорогу ремонтировать, либо менять, что-то будет происходить. То, чего уже никто не ждал, никто не надеялся. Вот что казалось вечным, да, там дырки на дорогах, в покрытии, да, в дорожном, казались вечными. Они только разрастались, но никак не сокращались. Ну и то же самое там в подъезде, может быть, как-то небрежно, неаккуратно было. Либо у вас в доме какие-то проблемы, там, не знаю, с радиаторами, либо еще с чем-то. Вот будут менять, будут заменять, будут ремонтировать. Шумно будет, сразу говорю. Но с другой стороны, вы готовы потерпеть этот шум, лишь бы все было сделано, лишь бы было красиво, лишь бы было вот как обновление получается. Да? Вот к ней идет какой-то ремонт, ремонтные работы. Так, и еще ребенок, книга, что это? Ребенок читает. Может быть, вы не верите, что ребенок ваш читать начнет, да? Откроет для себя мир книг. Может быть, с утра до ночи там в телефоне, в компьютере, либо с друзьями на улице. Но вот ребенка с книгой показали. И также книга говорит об образовании, да? Может быть, ребенок, скажем так, успеваемость не на самом высоком уровне, и вам кажется, что ребенок там не сможет удачно закончить там учебный год, либо учебное учреждение. А может быть, вам кажется сомнительным то, что ребенок, например, там пойдет поступать в вуз, да, либо там в колледж, например. Но ребенка с книгой показали именно на правой стороне. То есть будет, это будет. И успехи в учебе будут, и поступление будет, и закончит успешно. И также как читать начнет, да, начнет самообразованием заниматься, да, вот книгами интересоваться. У кого-то и так отыграется. Так, а вот здесь вас будут очень хвалить, слова хорошие говорить. Скорее всего, на работе, либо с клиентами как-то вот вас выделяют среди каких-то других людей, вас выделяют среди ваших конкурентов, вас выделяют среди других сотрудников, да, допустим, там в офисе, либо на производстве, может быть, там вашу фоточку повесят там на доске почета, ну, если компания вот как бы придерживается таких моментов. Ну и также могут все прилюдно, да, там начальники к вам подходить, вас там за руку поздравлять, благодарить, вот какие-то премии, может быть, выписывать, либо памятные подарочки вам давать. Вот совсем не ждете, либо вам кажется, что наоборот как-то клиенты на вас как-то странно, недоверчиво смотрят, там руководители, там вообще имени вашего не знают, не то чтобы что-то про вашу работу знать. Нет, вас будут хвалить, вас будут восхвалять и вас выделяют. То есть на фоне других людей вот вы выделяетесь. Много хороших слов о себе услышите, это важно. Так, а вот здесь показано, что между мужчиной и женщиной отношения начнут как-то то ли восстанавливаться, то ли улучшаться, вот как потепление какое-то пойдет. И если вас одолевали вопросы, да, как поступить правильно, уходить от него, там, выгнать его, жить самостоятельно, то вы меньше будете об этом думать, потому что мужчина себя очень красиво будет проявлять, там, заботливо, ласково, вот как интерес к вам, к детям, да, вот ведет себя совершенно по-другому. Вот вам это нравится, вы меньше ругаете, у вас меньше к нему претензий. Ну и он тоже старается, вот умничка, надо отдать ему должное. То есть но отношения вот выравниваются и улучшаются, прямо на глазах улучшаются.
Так, какие-то дорожки вам выходят, дорожки, которые вы не планируете с правой стороны. Ну, правая сторона — это ваша, да, это что-то обязательное именно для вас. Две дороги, дороги достаточно широкие. Кстати, это еще может указывать на то, что вот куда-то далеко придется ехать, вплоть до того, что это какое-то путешествие произойдет, да, может, поездка, путешествие дальнее. Вот эти две дороги, они у вас вышли, и вам их никак не избежать. Вот просто деваться некуда, надо ехать. Дальше женщину показывают, у нее какие-то проблемы, то ли с волосами, то ли с кожей головы. Вам что-то поможет. Причем что-то копеечное, да? Не какое-то суперсредство за все деньги мира, там очень сильно распиаренное, а что-то очень простое за копейки, может быть, в аптеке, да? Может, кто-то посоветует, либо какую-нибудь маску вам посоветует, там народное что-то. И вам это поможет, вы так будете удивлены, вы скажете: ну надо же, я столько денег слила, в топку кинула на какие-то суперпрепараты, которые совершенно не работают. И тут вот так все просто решается. Вот, ну вот мне волосы, либо кожа головы, да, вот где-то так была проблема. Кстати, еще может быть проблема на лице, да, может быть какое-то акне, высыпание, да, и вы пытались с этим бороться, да, избавиться от этого, и вот какое-то копеечное средство вам действительно поможет, здорово поможет, сразу поможет. Так, еще здесь у вас троечка прорисовалась. Какие-то люди будут пытаться с вами подружиться, познакомиться, подружиться. Люди хорошие, люди неплохие, там ничего такого криминального за этими людьми не водится. Да, так иногда бывает. Люди дружелюбные и хотят знакомиться, хотят дружить. Почему бы и нет? Не стоит этого бояться, стоит этим людям дать шанс. Вы им интересны, может быть, вы в одной компании работаете, либо в один кружок ходите, либо в одну там спортивную секцию, что там, спортзал, да, может быть, по соседству живете. Ну вот прям будут тянуться к вам, тянуться с добрыми помыслами, как новые соседи, скорее всего. Ну, либо новые знакомые, там, как я уже сказала, да, там по спорту, либо на работе. Мужчину в костюме показывают. Ну, либо это костюм, либо это какая-то униформа. Вы смотрите, глазам поверить не можете. Может быть, на службу куда-то мужчину возьмут. Может быть, какая-то вот работа, да, в которой предусмотрено наличие униформы, либо делового стиля. И вы вот его провожаете, я так понимаю, либо встречаете, глазам своим не верите. Мужчина, муж, либо сын, может быть, брат, внук, может быть, да. В общем, красиво одет, красиво, и вот как форма, униформа, костюм. Да, скорее всего, не верили, что это будет, либо это возможно. Но вот, пожалуйста, это показано. Так, корону вам будут предлагать. Но корона, кстати, тяжелая. Вы так вроде обрадуетесь, потом так посмотрите на эту корону и скажете: ну нет. Ребятушки, уважьте меня, но нет. Тяжелая, значит, ответственности много. Вот. А вам, наверное, ваши нервные клеточки очень дороги. Вы скажете: ну нет, спасибо, конечно, спасибо за такую как честь, получается, да, что вы так мне доверяете, но нет. Но сам факт, что вам предлагают, вот это неожиданно, и это будет очень приятно. Не, вы откажетесь. И правильно, кстати, сделаете. Очень тяжелая корона, там и спина, и шея будет болеть. Все будет болеть, если будете ее носить. Как какая-то должность, либо звание, да, вот кого-то возглавить, чем-то руководить, управлять. Очень тяжелая корона. Да, она небольшая, но она очень тяжелая. Так, улитка. Улитка вообще спряталась в домик. Что-то очень медленно тянулось, и теперь оно вообще как заморозилось. Конечно, вы этого не ждали, конечно, вы хотели, может быть, надеялись, что вот-вот решится, вот-вот случится, но улитка в домике закрылась, да, может, в спячку впала. Ну, такие вот обстоятельства. Неприятное событие, но с другой стороны, подумайте здраво, да. Если такое происходит, значит, не время, значит, не место, значит, что нужно чем-то другим заниматься, да, либо в каком-то другом направлении искать свои возможности. Может быть, это дело того и не стоило, да? Может быть, есть другие пути.
Вот, а вы столько времени потратили в ожидании, в пустом ожидании. Но бывает, все в жизни бывает, это не приговор. И либо действительно нужно будет ждать, либо чем-то другим вы можете утешиться, да, либо где-то в другом месте себе найти действительно вот горячую возможность. Не такую, что долго ждать, а именно горячую. Еще какое-то очень высокое здание показывают, как небоскреб, да, многоэтажка такая. Из этого красивого здания вам рукой машут, как приглашают войти, прийти, да, может, это собеседование, может быть, ну, еще что-то там, да, происходить. Вас позовут, оттуда позовут, как пригласят. Тут и здание вам нравится, и вот сама какая-то атмосфера очень необычная идет. А мужчина женщине колечко дарит с левой стороны. Может быть, не ждете вы, что ваш мужчина вам колечко подарит. А может быть, это колечко не простое, а подвенечное, да? Вот это вы удивитесь, вот это вы порадуетесь. Кстати, колечко очень красивое и сразу видно дорогое. Да? Это прям мужчина постарается, денежку заплатит. Ну, для любимой женщины ничего не жалко. Так что мужчина постарается и для женщины колечко точно подарит. Дальше показано, что с мужчины повязка спадет. Знаете, вот как для сна одевают, да, чтобы свет не попадал в глаза. Такая вот повязка. Спадет с него, спадет. И знаете, он ужаснется от своих поступков, от своих слов, от своих действий. Ему так станет не по себе, у него такие дикие муки совести. Здесь мужчина, конечно, мне вообще идет как страдающий мужчина. Вот как, может быть, наконец-таки дойдет, что он очень сильно жестил, либо как-то непозволительно себя вел, что он вас обидел, да, либо, ну, как бы не тем верил, может быть, да, не туда смотрел, не тем верил. Но повязка с него спадет. Вы очень порадуетесь. Вот само то понимание, что он прозрел, уже вселяет в вас много радости. Но он теперь у вас видящий, понимающий, и совесть его теперь мучает. Я думаю, что какие-то действия от него пойдут. Еще до ваших ушей какая-то странная информация дойдет. Очень похожа на слухи, сплетни о вас. Вы-то думали, наверное, что вас везде хаят, ругают, подозревают, обвиняют. А окажется, что нет, нет. Здесь слова о том, что вы сильная, что с вас пример надо брать, что вы там что-то смогли, сделали. Ну вот у кого-то еще отыграется, что вы чудеса творите. Вот почему-то так мне идет. Прям, знаете, приятно будет такие сплетни о себе послушать. Хотя, конечно, ну, немножко возмутитесь, да, что слишком много вам там всего приписывают, да, вот как чудеса творить, там все на свете может. Но, с другой стороны, неплохое говорят, говорят хорошее. Так, ближе к венцу. Ближе к венцу. Показано, что вы кому-то обратитесь, причем письменно обратитесь, птицу кому-то будете отправлять. Сейчас вам кажется это невозможно, либо вы, может быть, как-то обиделись на кого-то, а может быть, вам кажется, что человек не станет вас слушать, либо не станет от вас ничего читать. Но вот как в последний момент вы передумаете, либо кто-то вам подскажет, да, скажет там: не дури, посылай, давай, делай. Вот. И знаете, эта птица, она какая-то у вас очень быстрая, шустрая, она успеет и улететь, и вернуться. Ну, буквально, не знаю, тем же часом ответ получите, либо тем же днем получите. Очень вас это удивит. Еще потом сами себя будете ругать за нерешительность, что так долго тянули, и кому-то, либо кому-то конкретному, либо в какую-то конкретную организацию вы не обращались. Вот как быстро ответ вам придет. Кстати, ответ хороший вам придет. Так, кто-то не думает о домашних питомцах, а они у вас появятся. Да, это может быть что угодно, начиная там от кошечки, собачки, не знаю, хомячка, птички, да, рыбки. Мне вот идет, что это домашний питомец. Будет вам о ком заботиться, да, будет вам еще как это, младший член семьи, да. Ну вот вижу, что прям душой прикипите. Вот настолько в роль мамы войдете, да, для этого нового члена семьи, прям нянчиться будете. А это что-то прям маленькое, да, маленькое.
как там щенок, котенок, да, совсем маленький. Тут вам либо подарят, либо так обстоятельства сложатся, либо ребенок выпросит. Но вот кто-то маленький у вас дома точно появится. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.